ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинским отделом Следственного комитета завершено расследование дела в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в ряде преступлений, среди которых кража и убийство. Злоумышленница совместно со своим сожителем похитили у соседа банковскую карту, обналичили средства и потратили на свои нужды. Соседская чета сразу выяснила, кто совершил преступление, но в полицию не пошла. Деньги им вернули, только после этого отношения с товарищами по общежитию испортились. Пострадавшие то и дело напоминали воришкам о содеянном и угрожали обратиться к силовикам. В одной из импровизированных посиделок между соседками, обвиняемой и женой владельца карты, вновь вспыхнула ссора. Последняя не стала это терпеть и ушла к себе. За ней следом вышла вот эта женщина. И на почве личных неприязненных отношений, после ссоры, испытывая к ней вот такую личную неприязнь, как она выразилась, психанув на нее из-за того, что она постоянно предъявляла ей претензии по поводу этих денег, она схватила нож и этим ножом нанесла 13 ножевых ранений в различные части тела. Это грудную клетку, в бок, в область живота. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После содеянного преступница вернулась за стол и продолжила выпивать в компании сожителя и еще одной соседки. К слову, пока в другой комнате лежало тело убитой, собутыльники злоумышленницы продали золотые украшения и электронную технику потерпевшей. Также гражданский муж преступницы избавился от орудия убийства. Теперь ему, как соучастнику, вменяют 3 статьи: кража, сбыт краденого и укрывательство тяжкого преступления. До 6 лет лишения свободы. Его супруга проходит по 4 статьям: кража, хищение имущества, хищение документов и убийство. К слову, на совести 41-летней женщины это уже 3-й труп. Первое убийство она совершила в группе лиц, но избежала наказания. За второе преступление получила срок в исправительной колонии. Нанесла мужчине тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Теперь за смерть соседки ей грозит до 15 лет лишения свободы.